Добрый вечер всем нашим зрителям, всем нашим подписчикам. Сегодня у нас в гостях Павел Васильевич Сулянтига, значит, кандидат экономических наук, в прошлом член Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов и представитель, значит, рабочей группы ООН по бизнесу и правам человека. В данное время возглавляет Международный фонд развития и солидарности коренных народов Ботании. Добрый вечер, Павел. Добрый вечер, Юрий. Здравствуйте, здравствуйте, Раиса, здравствуйте, Юрий. Очень рад вас. Добрый вечер. Значит, сегодняшняя тема у нас обозначена как будущее коренных народов России. Конечно, мы сейчас говорим об этом, значит, на фоне войны, на фоне военного конфликта, который, значит, войны, которую развязала Россия в Украине. Все громче и громче сейчас звучат голоса тех, кто предрекает России развал. Вот. Поскольку мы, коренные народы, находимся в составе России, нас вообще этот вопрос должен волновать, наверное, в первую очередь. Вот. Что нас ждет? Вообще, какое будущее ждет Россию, какое будущее ждет коренные народы, малочисленные народы России? Ваше мнение, Павел Васильевич? Спасибо, Раис. Да, тема, конечно, очень важная и серьезная, потому что на самом деле это жизнь, судьба наших народов. Знаете, я еще в 2016 году, когда меня выдвинули кандидатом в Государственную Думу от партии «Яблоко», на предвыборных дебатах и вот в дискуссиях с разными людьми политическими, которые так или иначе задумывались и задумываются. Я уже тогда говорил, что режим Путина ведет дело к тому, что если все это будет долго продолжаться, то может закончиться развалом России. Сразу хочу сказать, что я не сторонник развала России, и тем более развала и целью которой вот некоторые, и в том числе мои коллеги ставят, да, что Россия это в определенной степени тюрьма народов, причем не только коренных, но и для русского народа, да, и что мы от этой тюрьмы избавимся. И одним из методов избавления они считают работу, направленную на развал России. Я могу сказать, что я не сторонник такого подхода. Я считаю, что есть, мне кажется, шанс попробовать сохранить Россию и очень сильно ее изменить. Понимаю, что это связано с очень большими сложностями и проблемами. Причем эти сложности и проблемы связаны не только с путинским режимом, да, с тем режимом, который сегодня многие, и я считаю, что можно назвать его фашистским режимом. Да. Более того, наверное, уже после начала войны, которая уже стала с Украиной, ее можно назвать нацистским, потому что вдруг ни с того ни с сего, да, в головах этих не очень умных людей, да, начали бродить бредовые идеи, которые вот начали реализовываться для того, чтобы они вдруг решили лишить права украинцев на то, что они украинцы, да, лишить права Украины на самостоятельность, причем объявив войну и начав ее уничтожать. Это в чистом виде нацизм, это уже не фашизм. Поэтому, конечно, это наследие, да, которое Путин
нам оставляет нашим детям, конечно, нам предстоит преодолевать. При этом, как я уже начал говорить, что это связано не только с режимом, к сожалению, да, это связано в том числе и с самим народом. Сегодня война обнажила все вот эти раковые опухоли, да, которые существовали, да, в определенной степени уже, наверное, можно сказать, что метастазы пошли, да, в виде того, что поддержка этой войны пользуется среди россиян, да, и в большом числе. Да, это очень страшно, да, и я думаю, что это предстоит преодолевать. Поэтому, опять же, я не могу сегодня говорить о том, что тем, кто является сторонником сохранения России, это удастся, потому что чем дальше все это будет продолжаться, тем дальше режим Путина будет продолжать править, более высока вероятность того, что Россия на самом деле будет. Павел, а почему вы против идеи распада России? Ну, вы знаете, я реалист. Да? Я считаю, что надо очень реально смотреть на вещи, да? Что на месте вот одного такого явления, да, в сегодняшний день превратившись в нацистское, да, вот, нацистский режим, может образоваться очень много непонятных режимов, да, со своими князьками, со своими ханами, со своими царями, царьками, без ума в голове, да, и это тоже является очень правдоподобным сценарием. Я могу сказать, что, например, мы ведь хорошо знаем, да, что при той стабильности, кавычек, да, которую Путин якобы создал в России, пышным цветом расцвела, по крайней мере, вот я знаю, в дальневосточных регионах, очень преступность, когда бандиты, да, реальные бандиты взяли власть, стали бизнесменами, там, одели цивильные пиджаки, да, и стали бизнесменами, политиками и так далее. В моем родном Приморском крае, да, губернатор Далькин – это яркий представитель бандитского сообщества, да. Или тот же мэр города Владивостока Николаев, да, это еще один такой же представитель и так далее. Там таких много. Я могу сказать, что, например, в моей родной деревне, да, в кои-то веки в путинское время появился смотрящий. Представляете, в деревне, которая является маленькой, да, в Уссурийской тайге. И те, кто занимался политикой в России, это об этом очень хорошо знают. Да, и поэтому эта тенденция очень опасна, да, потому что при развале России кто на сегодняшний день обладает ресурсами? Именно они. У них есть свои полукриминальные армии, да, у них есть деньги, у них есть возможности. И кто придет к власти? Они придут к власти. Это первый вариант, да. И второй вариант, что мы должны понимать, что у России есть южный сосед, очень сильный, да, который, мне кажется, в какой-то момент будет готов подхватить то, что упало от России. Поэтому я считаю, что к этому надо серьезно. Другое дело, что эти процессы могут принять процесс развала может стать необратимым, к сожалению, да. И тогда уже, что называется, придется пытаться реагировать на вот это. Но мне кажется, что люди, которые ответственно подходят к своих народов, они должны понимать, какие угрозы несет развал России, что это может закончиться гражданской войной, да, или войной вот этих бандитов за власть и создание
номинальных государств и так далее. И народом от этого лучше не станет ни в коем случае. Поэтому Павел, можно я спрошу? Вот дело в том, что, ну хорошо, да, если мы предположим, что это все разобьется на такие вот кланы, да, и там будет расцветать преступность, вам не кажется, что в любом случае это будет для мира намного безопаснее, чем то, что есть сейчас, когда Путин с огромными средствами, с огромными возможностями буквально всем угрожает ядерным оружием? То есть, ну, если из двух зол выбирать, не кажется ли, что вот это будет меньшее зло? вы знаете, во-первых, в России накопилось очень много атомного оружия. Да? Оно разбросано по всей России. Да? Если Россия начнет распадаться на мелкие государства, это оружие окажется на территории этих государств. И это вообще будет неконтролируемый никакой процесс. Да? Наверное, с точки зрения безопасности всего мира, это будет, или, скажем так, для западных цивилизованных государств, может быть, это будет менее безопасно, но мне кажется, не совсем, да, потому что все станет неконтролируемым. В чьи руки попадет это оружие, да, и так далее. То есть я считал бы, да, что можно было бы, как мне кажется, опять я высказываю свою точку зрения, мне кажется, можно было все-таки попробовать реформировать Россию. Мне кажется, что было бы важно в том числе, да, решать вопрос о демилитаризации будущего. О том, чтобы, я не знаю, здесь, наверное, должны специалисты слово сказать по поводу уничтожения ядерного оружия. Да. Потому что на самом деле вы абсолютно правы, да, на сегодняшний день Россия представляет очень огромную угрозу для всего мира, да, когда правильно, я недавно слушал передачу, вы слышали такого поэта Губермана, да, где он сказал, что в России нельзя сказать, что там пришли хунта к власти или мафия, даже он сказал, к власти. К власти пришли бандиты. Я с ним Да, абсолютно паханы. согласен. Да, Он назвал это, Россию назвал паханатом. да, абсолютно точно. Я с ним абсолютно согласен, да, и я считаю, что на самом деле, что это страшная угроза для всего мира, и ее нужно как-то пытаться, конечно, думать о том, в дальнейшем такая угроза от Российской Федерации не исходила. Но при этом, конечно же, безопасность государства необходима думать о нем. Может быть, как раз здесь, если кто-то из будущих руководителей России, там, группы людей, которые возьмут ответственность, да, за Россию, провести переговоры с западными странами и, не знаю, передав им ядерное оружие, может быть, да, но при этом гарантиями, что тогда они становятся гарантами безопасности, да, Российской Федерации. Но опять же, я еще раз говорю, ситуация вот в связи с войной, которую Путин развязал в Украине, конечно, она становится очень малой. Мы все видим, да, как начинает по периметру Советского Союза, да, открываться все вот эти вот нерешенные проблемы, да, и все они как снежный ком нарастают, да, когда начинают государства против друг друга применять оружие, да, идти войной. И, естественно, скажем так, будило страшного змея. Поэтому я согласен, я считаю, абсолютно правильно вы поставили вопрос, что он очень важен для всего мира, чтобы будущее России не была угрозой. Да. Да, Павел, еще, знаете, я хотел немножко, может быть, в оптимистичный вот этот расклад, да, вывести. Вот дело в том, что вот
мое личное мнение, почему все это происходит, это из-за того, что, ну вот, война, да, и этот кризис, в связи с тем, что Кремль, да, накапливает сверхдоходы. Когда появляются сверхдоходы, появляются сверхамбиции, соответственно, сверхамбиции, они провоцируют сверхриски. И вот вся вот эта цепочка, она сейчас произошла. И получается, что из-за того, что страна слишком большая и слишком богатая с точки зрения природных ресурсов, и когда власть концентрируется у одного человека, соответственно, вот эти риски, они становятся вот буквально ядерными. Да? И вот почему я, например, считаю, что распад был бы, наоборот, спасителен для России? Потому что если бы она распалась, ну, не на мелкие княжества, хотя бы там на 4-5 кусков, то тогда у каждого куска, как бы сказать, было бы меньше денег, меньше возможностей давать какие-то риски этому миру, да, и возникла бы больше ответственности. Вот, например, сейчас почему у Путина нет совершенно ответственности? Потому что он как бы, ну, когда страна слишком большая, соответственно, и ответственности нет никакой. А если бы у него была бы только Московия, где одни русские люди, да, соответственно, у него была бы ответственность за русских людей. Он бы думал, что есть русский человек, у них была бы какая-то национальная идея, они бы жили вот как там Латвия, Литва, вот точно так же, да, вели себя нормально. И, соответственно, другие там, Татарстан, другие республики, они бы законсервировались, может быть, бы тоже как, не знаю, как Туркменистан или там Таджикистан, в какие-то свои системы, но все равно они бы жили сами по себе, в принципе, нормально, и никого бы не посылал оттуда солдат на ту же Украину. Вот вам не кажется, что распад России, наоборот, бы привел к осознанию ответственности и культурной национальной идентичности вот этих регионов, и это пошло бы на пользу? Ну, вы знаете, вы рассказываете, говорите о сценарии, который, мне кажется, к сожалению, да, может обернуться большой кровью. Да. Вот если бы, вот, как вы сказали, произошло, это было бы, наверное, очень хорошо и, наверное, идеально. Но, к сожалению, я думаю, так не будет. Что драка начнется большая, да, контроль, то есть у многих групп, в том числе и бандитских, да, в том числе и особенно у силовых, которые сегодня вот, можно назвать бандитскими, но при этом у них есть ресурсы огромные, да, в том числе в виде вооружений там, и прочее, прочее. Они же будут понимать, что для них появляется возможность что-то урвать. Да. И они будут урывать, и мы получим, как я уже говорил, то же самое, да, что все будут пытаться в мутной воде ловить рыбку. Да. И поэтому то, что вы говорите вот, о том, что несправедливое, да, абсолютно неправильное, неадекватное распределение ресурсов, это абсолютно то. И это является одним из факторов того, что происходит. Но всего лишь одним, да. Вот, по моему мнению, что вот я уже немного сказал о том, что вину за то, что сейчас происходит война в Украине, несет не только Путин. Он в большей степени, наверное, или в большой степени несет в том числе и наш народ, российский народ. Потому что ведь мы видим, да, что этот российский народ, который считает себя победителем фашизма, кто является, да, или одним из главных победителей немецкого фашизма, немецкого нацизма, сегодня сам превратился в то же самое, да. Сегодня несет ту же самую идеологию нацизма, когда отказывает в праве даже на жизнь другим народам, в данном случае украинскому народу. И это тоже очень большая проблема, и это никуда не уйдет. Да, это остается. Это народ, которого гнобили все время. Он же, это рабский же народ, с рабской психологией. А тут у него есть возможность, да, показывать, будучи пьяным, оборванным, нищим, да, но при этом показывать всем, и мы великий. Да, это же очень страшная такая смесь, да,
психологии и прочие менталитеты и так далее. И это никуда не уйдет, это останется, люди останутся. Да, поэтому... Как вы думаете, а почему это произошло? Вот почему народ, который больше всех пострадал от фашизма, а в итоге сам превратился в фашиста? Вот как так произошло? У вас есть теория? Да, я думаю, что это связано с историей России, да, в том числе это связано и с непризнанием России, да, Советским Союзом, постсоветской Россией, того, что происходило с Сибирью, с Дальним Востоком, вообще истории Российской империи, с тем же колониализмом. Да. И посмотрите, практически все россияне, да, и в том числе русские люди, которые составляют большинство граждан России, они как считают, что все, что не делает русский человек, да, все правильно. Да. Он никогда не ошибается. Он Богом избранный. И так далее, и так далее. Это же ведет к очень страшным последствиям, такие теории, да, такие высказывания. Я могу сказать, что я вот в этом году читал впервые лекцию вот на одном, здесь в одном из университетов США в летнем кампусе, где моя лекция, моих лекций назывался «Русский мир глазами нерусского человека», россияне. Да? И я могу сказать, что я являюсь представителем русского мира. Да? Только сегодня вот я являюсь представителем русской культуры. Меня так, больше всех, конечно. Я ведь советский человек, да, мы изучали только русскую культуру, мы изучали только историю Российской империи, историю русского народа. Мы не изучали историю, я не изучал историю своего народа. Я изучал ее потом уже, да, потому что я заинтересовался этим, мне стало интересно, да, и в моей жизни. Также мы все воспитывались на русской культуре. Я являюсь частью русского мира. Только являюсь, я бы сказал таким образом, да, есть два русских мира. И вот частью русского мира, которой я являюсь, она уже сократилась, как шагреневая кожа. Она стала минимальной. Да. У меня, например, сейчас не буду называть человека, который является, для меня был раньше одним из авторитетов русских людей, он писатель, он такой, раньше либералом был, да, и так далее, и так далее. И когда случилась война, когда Россия напала на Украину, у меня первое желание было написать ему письмо, да, и выразить сожаление, да, и выразить ему пожалеть, да, потому что на самом деле то, что сотворила Россия, русские, да, не связывают различия, да, потому что русский мир туда они пошли защищать, да, они же пошли защищать русских в Украине якобы, да, и так далее. Мне хотелось этому человеку написать письмо такое соболезнование, да, письмо, что там, пожалеть, что так случилось, потому что мне казалось, что он тоже представитель русского мира того, частью которого я являюсь. И вдруг хорошо, что я ему не написал, да, когда начал писать, он не отправил, не опубликовал. Я узнаю, что он подписывает письмо, там, которое подписала группа, называемая интеллигенция русской, да, в поддержку Путина, его войны в Украине. И вот, понимаете, многие русские люди, да, я сегодня русских людей, они, являясь образованными, вроде бы умными людьми и так далее, но являясь имперцами, да, они автоматически перечеркивают все то, да, на чем можно было бы возрождать Россию, к сожалению. И у меня состоялся разговор с одним из историков,
американских. Это женщина, она из России, занималась как раз историей России, из США. Мы с ней говорили, и она сказала, что, знаете, на самом деле практически, и она как раз вот глубоко изучает вот русский империализм, да, Российскую империю, там, колониализм Российской империи вот на Востоке. И она сказала, что в принципе я говорит, особо не нашла среди деятелей, которые в русской истории являются продвинутыми, среди писателей, поэтов, реформаторов русской империи. Они все были имперцы. То есть и получается таким образом, да, что имперцы, они во главу угла ставят государство. Они ни во что ставят ни жизнь человека, да, ни жизнь народов, ни жизнь людей. И получается, что ну, империя должна пасть. И вот для нас важно, чтобы эта империя не падая, падение империи я не считаю обязательно развал России, но империя, как вот, понятие, она должна пасть, она должна, история такая. Павел, я хотел бы, у меня дело в том, что был аналогичный опыт, как и у вас. Дело в том, что я в Москве учился в литературном институте, и там очень многих людей знаю, преподавателей, профессоров и так далее. И каково же мое было удивление, да, когда уже, живя здесь в Америке, когда вся эта война произошла, я узнал, что они в литературной газете всем составом своего института подписали письмо в поддержку Путина. И вот для меня это было таким, я не знаю, шоковым моментом, потому что я знаю всех этих людей, они все такие, они все говорят о каких-то высоких вещах, о том, что жизнь важна, о том, что там нужно защищать слабого, ну вот все вот эти литературные вещи, идеи, да, вот все это они говорили, и ты думал, что это нормальные люди. И я думал, что это самые человечные люди, которые вообще есть в Москве. Потому что вокруг там, ну, там были люди похуже. И в итоге эти люди оказываются еще хуже, они оказываются натуральными фашистами. И вот в связи с этим у меня вопрос. Вот это о чем говорит? Здесь можно говорить о каком-то глубоком пессимизме, в отношении вот русского человека, русской души. Можно ли говорить, что у них вообще есть возможность как-то через это выйти, покаяться? Потому что вот почему-то у меня такое убеждение, что вот у них, как у немцев, это не получится. Они не смогут пройти через покаяние. Потому что ну, немцы, они очень умны, да, и для этого у них хватает интеллекта, чтобы пройти через это. А вот русские, вот как вы думаете, они смогут? Вы знаете, я думаю, что смогут. Я знаю других русских людей. Да. Знаю много русских людей, да, которые сегодня находятся в эмиграции, которые находятся в России. Да, некоторые сидят в тюрьмах, некоторые. Но это абсолютно нормальные люди. Вот это часть вот моего русского мира. Да. Я уверен, что это возможно. Конечно же, при определенных условиях. Но такие представители русского народа есть. Я думаю, что шансы на то, что Россия может возродиться, я считаю, что шансы существуют. Другое дело, что эти шансы могут уменьшаться, да, и в итоге прийти к нулю, к сожалению, да, ну, это мое мнение, да, но такие люди есть, конечно. И я тоже об этом писал когда-то, да, по поводу того, что россиянам, русскому народу придется пройти покаяние. Это одна из обязательных вещей для очищения, да, для того, чтобы, что называется, расставить все точки над «и», касающиеся прошлого, и двигаться дальше. И это не будет и не может быть, называется, таким
процессом очень гладким, да, когда все будут понимать, конечно, нет, да, я просто помню одну из фотографий, которую вот, я давно увидел, я сначала не понял, да, потом вот это разъяснение, где немцы, женщины, мужчины, да, там и так далее, вот идут строем, кинотеатр, и стоят западные войска, да, американские, оккупационные, те, которые освобождали Германию в том числе. И там вот пояснение было такое, что полные западные войска, английские, американские, устраивали обязательный просмотр для обычных немцев в кинотеатрах, да, антигитлеровские просмотры фильмов, документальных фильмов для немцев, чтобы немцы видели, что сотворил их народ, да, чтобы они видели эти концентрационные лагеря, да, чтобы они видели тех повешенных, замученных, убитых их армией, да, их страной и так далее, чтобы они понимали, да, что было. Потому что если этого не делать, то опять останется огромная прослойка людей, которые, как всегда, да, будут там говорить, мы этого не делали, нас это не касается и так далее. Так быть не может. Если вы граждане этой страны, вы должны нести за нее ответственность. Ага, Нет, ну да, подожди. а вот смотрите, да, давай, Рай. Да, Да. да, у меня вот вопрос. Мы говорим сейчас о русских, как о, ну вот как о представителях национальности, да, как о русских. Или мы говорим сейчас о россиянах, я не понимаю. В целом, А, как, значит, у меня вот вопрос был, да, возвращаясь к прошлому, к предыдущему вашему ответу, Павел Васильевич, по поводу того, что ну вот, да, немцы, они, конечно, там несли покаяние, да, но имперскость, как она в наших, в якутских-то головах, ее, по-моему, ну, в бурятских головах, там, я не знаю, там, в татарских, в удмуртских, ее же нет. Мы же как раз-таки на протяжении нескольких веков ощущаем на себе как раз весь этот русский мир и всю эту имперскость, и все вот это вот все, то, что сейчас происходит в Украине, все это было у нас. Как мы же вообще не... Империи в наших головах, мне кажется, вообще нет. Или я Нет, ошибаюсь? Или... я лично говорю о русских, не о россиянах. И, вот, допустим, якуты, буряты, вот, и все остальные народы, я не считаю, что мы имперцы. Я считаю, что мы жертвы. ну, вы знаете, я, конечно, тоже, во-первых, считаю, что это касается в первую очередь именно русского народа, да, но я считаю, что это касается не только русского народа, потому что мы ведь хорошо знаем, да, и мы не должны заблуждаться. Многие преступления, да, Российская империя совершала руками наших народов. И было ли это добровольно, было ли это под каким-то давлением и так далее, но эти преступления есть. Да. Более того, я вам могу сказать, что я сталкиваюсь, например, вот, с тем, что меня обвиняют там, в предательстве, еще в чем-то там и так далее, представители нерусских народов, да, представители коренных народов. Да. И я не очень люблю это слово, да, но, наверное, оно более точно характеризует то, что я хочу сказать, что это такие же ватники, как и многие, к сожалению, другие россияне, да, и русские, и нерусские народы. Вата в голове, да, они пропагандой забита голова так, что, знаете, иногда слышишь от них похлеще, чем от представителей русского народа. Да, кстати. И я занимался, я когда-то писал дипломную работу по ленинской национальной политике, я очень хорошо помню, там, как
Ленин говорит, да, чтобы подавить восстание, сопротивление грузинского народа, надо отправлять Сталина, да, или Берию. Чтобы подавить восстание польского народа, надо отправлять господина или товарища Дзержинского и так далее. Да? То есть империя делала руками, в том числе и коренных народов, очень много преступлений. Да? Очень много пропагандистской ваты в голове у наших представителей. И если мы хотим как-то возрождать свои собственные народы, мы должны знать это, понимать. И это тоже стоит нам работать над тем, чтобы все это выветривалось. Конечно, в большей степени это они являются жертвами, да, вот, имперскости, но при этом я думаю, что это не должно нас вводить в заблуждение, что наши народы являются идеальными. Конечно же, нет. Да. Наших народов очень много совершают и преступлений, глупости и так далее, и так далее. И нам необходимо с ними работать, чтобы... Павел, у меня вот такой вопрос, да, вот я не скажу за все остальные коренные народы, но скажу за свой якутский народ, да, мое личное мнение, да, и вообще это объективно, мы довольно дружелюбный народ, потому что у нас нету истории каких-то там кровавых войн, да, и тем более нету истории зверств, там, военных преступлений, как, например, в Катыни, да, русские расстреляли 20 тысяч польских офицеров, вот такого у нас нету вообще, в принципе. И обнаруживается в связи с этой войной, что в Буче там было 2 якута. Да? Ну, конечно, понятно, что эти якуты, видимо, ватники, они путинцы и тому подобное, но получается, что сейчас можно говорить о том, что якуты тоже совершают зверства и военные преступления, но я лично, вот как представитель якутского народа, чувствую, что Путин со своим русским миром, вот мой народ заморал кровью. И он это сделал, как бы мы в этом как-то не особо-то и виноваты, потому что у этих же путинцев, да, якутских, у них, в принципе, особо-то выбора и нету, потому что их мозги, значит, компостят вот этой пропагандой, и получается, что вот этот русский мир нам навязан, и мы идем вместе с ним, и вместе с ним совершаем преступления. Вот у вас нет такого ощущения, что все-таки коренные народы, они действительно в силу своей слабости, может быть, какой-то, да, политической, там, я не знаю, военной, да, вот мы не можем противостоять вот этому русскому миру Путина, и, соответственно, мы становимся преступниками по неволе. И это не наш выбор на самом деле. Вот как вы думаете? Знаете, я думаю, что то, о чем вы сказали, это правда, но она не полная, по моему мнению. Да? Я считаю, что все равно у каждого и человека, и у народа есть выбор. Да? И оправдание тем, что мне не оставили другого выбора, я считаю, что это оправдание, но не больше. Да? Первое, все-таки, когда ты вынужден под давлением или еще что-то совершать неблаговидные поступки, еще можно как-то оправдать вот, давлением и так далее. Но когда ты идешь убивать, да, никакого оправдания, я считаю, давления быть не может. Да. У тебя все равно есть выбор. Да. И поэтому я считаю, что в данном случае, конечно, в первую очередь за это несут ответственность эти люди, да, которые совершают преступления. Первое. Второе, все-таки, если мы говорим о народе, значит, тогда лучшие его представители должны работать со своим народом, да, которые понимают всю эту вот,
так далее, с тем, чтобы представители их народа этого не совершали. Опять же, конечно, это как бы в идеале все будет гораздо сложнее, гораздо труднее, но это должно быть так. Я считаю, что никакие оправдания убийством быть не может. И поэтому в данном случае, к сожалению, да, наши представители всех народов, в том числе и вот коренных народов, они наши представители совершали преступления на территории Украины, должны понести за это ответственность. А, И мы, как да. представители их народов, несем тоже ответственность. Я, например, за своих художников тоже несу ответственность. Да, вот, Павел, мне понравилось, когда вы сказали, что когда я учился в школе, я не изучал историю своего народа, потому что я подумал, и у меня как бы тоже вот так лампочка такая в голове засветилась, то, что я тоже не помню, чтобы я в школе читал историю своего народа, других народов. Я читал только именно русскую историю, там, как они там против Наполеона воевали, там все тому подобное, какая русская нация великая. Вот это я все помню хорошо. И сейчас до меня вот доходит, в связи с этой войной, кстати, насколько образование действительно, оно националистично, вот, именно в плане русском, да, то есть это русский такой национализм, история – это все сплошной русский национализм. И так получается, что вот все свое детство, будучи вот в такой парадигме, я действительно стал русским человеком по сути, потому что я знаю только, ну, я знаю русскую историю, я говорю на русском языке, и где-то я думаю, что я мыслю по-русски, да, в парадигме русского мира. На самом деле, хоть как бы я не пытался быть представителем своего народа, потому что я очень мало знаю на самом деле, я оторван от своей культуры, оторван от своих истоков, да, потому что все образование, оно меня обрусили, и не по моей воле, да, потому что я не выбирал, мне не давали выбор, ты хочешь быть якутом или ты хочешь быть русским. И мало того, что это происходит не только вот на таком школьном образовании. Я помню, когда учился в литературном институте, там никогда не было интереса к культурам и литературе малых народов. Да? Там все, как бы сказать, бегали с этой русской великой литературой и тому подобное. И даже когда я пытался что-то там привносить, меня просто игнорировали, это никому было не интересно. Они не интересуются даже не малыми народами, допустим, в собственной стране, они даже не интересуются и международной литературой, потому что, представляете, у меня мой научный руководитель был кандидат филологических наук, да, и в это время, значит, британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигура получил Нобелевскую премию. Это был, ну, как бы такая новость по всему миру. И я пытался со своим научным руководителем поговорить на эту тему, а он не знал, кто такой Кадзуо Исигура. Ну вот как кандидат филологических наук, да, в Москве не знает писателя, Нобелевского лауреата? Как это вообще возможно? И когда я начал ему все это рассказывать, он еще такую ужасную мысль националистическую высказал. Он сказал, что ну он же японец, как он может быть типа истинным британским писателем? Да, и как-то еще подвел это тоже ко мне. Я не помню, что он именно сказал, но вот это именно был такой вот русский нацизм в том плане, что я якут, я никогда все равно русскую душу не пойму, а я тогда, ну, писал рассказы, повести, там у меня там в журналах были напечатаны вот, тексты, и как бы меня оставилось ощущение второсортности, да, вот такой вот русский националист. Ну и вот, к чему это я? Так, а с чего мы начали? Можно я задам вопрос? Можно я задам вопрос, да? Извините, а можно я отреагирую на то, что Юрий сказал? Да. Да. Юрий, вот вы привели очень хороший пример, да, хороший по своей жизни. Вот здесь вы абсолютно точно, да, сказали, вот здесь вина
Российской империи, российского государства, можно сказать, русского государства. Да. И это, вот это прямая вина, да, и вот это уже никаких оговорок быть не может. Я могу также сказать, что, конечно, как я человек, который всегда считает, что там нет абсолютной вины, да, и нет абсолютного зла и так далее, да, что, конечно же, в том числе представители наших народов, да, их лучшие представители тоже несут определенную степень ответственности, потому что они должны были как-то пытаться это делать. Понятно, в тех условиях, в которых они существовали, это было практически, наверное, делать невозможно. И я могу сказать, что у меня тоже по этому поводу была публикация, и вот, некие разговоры вот натолкнули меня на публикации, что вообще возрождение, да, наших народов, коренных народов, не русских народов, оно должно, по моему мнению, начаться в том числе с того, чтобы мы могли нашим детям, нашему молодому поколению рассказывать о наших национальных героях. Потому что воспитание, да, гражданское воспитание, да, настоящее патриотическое воспитание, оно начинается в том числе, не только, да, но в том числе и с национальных героев. Потому что если молодежь всегда хочет кому-то подражать, да, она всегда ищет какие-то символы, она всегда ищет каких-то героев. Если у народов нет своих героев, да, то получается какие-то не совсем полноценные народы. Да. И в этом случае, вот я считаю, как раз образование, которое мы получили в советской школе, оно очень сильно было дискриминационным, потому что мы воспитывались на русском языке. Поэтому многие наши представители хотели быть русскими, да, или быть причастными к русскому народу, потому что не знали о своих героях. И вот это очень важно, да, чтобы мы вот начинали вот, работать над тем, чтобы рассказывать о своих героях, о героях своего народа, чтобы наше молодое поколение, наши дети хотели бы быть похожими на них. Это является одним из очень важных составляющих для воспитания. И сведение национальных обучения в школах на национальном языке. Да? Конечно. Сейчас Конечно, обучение, да. сейчас образование школьное, оно полностью русифицировано, до сих пор, да, начиная с советских, и до сих пор я тоже на русском училась. И национальные языки, они как бы факультатив. А факультатив, как известно, он как бы ничего глубокого не дает. Вот я хотела по поводу, опять же, преступников по неволе, Юра говорил, да, а потом вы, Павел Васильевич, говорили о том, что, значит, каждый народ все равно несет ответственность, да, как бы он там не был опосредованно, ну, как бы не особо и виноват, да, в том, что происходит. Но, да, и вот и мы говорим о том, что, говорили о том, что почему они идут на войну, потому что они, ну, вот в их головах как бы это все вот русский мир туда-сюда, но вот на самом деле они же еще идут, они же нищие. Я разговаривала вот с человеком, который отказался, я спросила его, зачем ты пошел на эту войну в Украину? Он говорит, я весь в долгах. И вы представляете, и все жили, большинство, они все в долгах, понимаете, у них нет денег, они все сидят, они в кредитах с ног до головы, у них просто нет денег, да. Это их не оправдывает ни в коем случае. Нельзя, значит, убивать за деньги. Это вообще самое страшное преступление. Да? Это вот, я не знаю, как это, наверное, потом все равно им всем как-то законом будет предъявлено обвинение, да, всем. Но в том, что наши народы нищие, да, в этом тоже, скорее всего, заслуга империи. И в том, что наши народы, опять же, к вопросу о школьном образовании, не образованы. Они не достаточно образованы. Вот. И в этом тоже заслуга, как бы, конечно, ничего не снимает ответственности.
Конечно, ничего не снимает ответственность с них, да, никакие там оправдания. Но все равно. У меня такая большая боль за мой народ, вообще за все народы, которые находятся за Уралом живут. Да. Я всегда говорю, что Россия — это Москва и Ленинград, ну, Санкт-Петербург и область. Все остальное — это как бы за Уралом, это вообще не Россия. Вот. И у меня вот в связи с этим вопрос. Что думает, ну, в связи с этим вообще вопрос, да, что думает Запад вообще по этому поводу? По поводу будущего России, по поводу будущего народов российских? Что думает Запад? Ну, знаете, я начну с того, что вы сказали, да, по поводу причин, да, по которым многие наши представители войну, я абсолютно согласен, это полностью вина вот этого режима, да, путинского режима, российской власти и так далее, которые стали такие условия невыносимые, да, из-за которых эти люди вынуждены были идти в том числе на войну. Поэтому я думаю, что именно поэтому они должны сидеть в мире подсудимых. Это да, в Гааге, да, и нести за это ответственность. Это преступление, да, и мы ведь хорошо, я не помню сейчас, кто-то сказал, да, что одним из терроров, который устраивает правительство, это не убийство, не только убийство, это и мечта, в которую эти правители, да, обрекают свои народы или население этой страны. И поэтому, конечно же, за это должна они понести полную ответственность. Да. Я не могу, конечно же, говорить за весь Запад, да, я просто могу сказать только из своего общения с западными людьми, из того, что я читаю, да, я могу сказать, что на Западе много существует разных мнений, да, и я думаю, что Запад, конечно, озабочен будущем России, да, сегодня все больше и больше голосов о том, что на Западе, я имею в виду не простых людей, да, а тех людей, которые принимают решения, либо вырабатывают политику в США, например, да, в международных вопросах, они больше и больше голосов среди них звучит о том, что они говорят, что Россия быстрыми темпами идет к развалу. Это уже об этом говорить. И там много причин, почему это может произойти, да, произойдет. Конечно, их это тоже очень сильно заботит. И заботит это, я, наверное, бы назвал две причины, по которым они очень озабочены, да, и думают, что делать дальше. Первая причина – это причина безопасности, да, то, о чем мы с вами говорили, что Россия напичкана ядерным оружием, непонятно, сколько. И второе, конечно, они также озабочены тем, что в России есть южный сосед, который очень быстро может подхватить падающую Россию огромные части. Я думаю, что это их заботит. Ну, по крайней мере, они... Да, кстати, вот как вы думаете, действительно ли Китай будет так агрессивен в случае ослабления существенного России? Потому что, в принципе, у Китая и так очень много территорий, и, как бы сказать, у него у самого много проблем сейчас, и экономических, и политических, и вот как, и тем более сейчас, вот в наше время, вот мне кажется, то, что Россия начала вот такую вот территориальную войну, вот я хочу земли, да, это был такой, на самом деле, какой-то глюк, да, исторический, потому что все эти войны, они уже давным-давно закончились. И все остальные страны, они более-менее в современности живут. И вот мне кажется, что Китай тоже живет сейчас в современной парадигме, и
Тем более, что даже вот тот же Тайвань, хотя вот столько у него прав на него, да, но он не может ничего с ним сделать. Вот мне кажется, что, может быть, что, может быть, Китай не так уж и не будет таким уж агрессивным по отношению к частям России, которые отвалятся. Ну, вы знаете, первое, все-таки Китай не отказался от Тайваня, да, и он заставил признать мир, да, что Тайвань является частью Китая. И поэтому это другое дело, что да, они поступают мудро с точки зрения того, как они говорят, что мы смотрим за горизонт, да, то есть и они уверены, и они все это дело ведут к тому, что Тайвань станет, они никогда от этого не отказывались, четко видно и понятно, да. Второе, что мы должны помнить, что те договора, с которым вот, часть Сибири, Дальнего Востока отошла России, Китай очень много по этому поводу разговоров, что они были несправедливы. Да, и на многих картах Китая некоторые северные части Федерации, да, они являются частью китайской территории. Другое дело, что я думаю, что, конечно же, Китай не такой, вы тоже, как я понял, видели вот Супермана, где, да, он сказал очень так, помните, просто дурак, да. Да, и вот что Китай, я думаю, что, конечно, не дурак, да? Они не дураки, то есть они в лоб ничего делать не будут. Другое дело, что надо же понимать, что у Китая огромный ресурс, он огромный, у него есть проблемы, конечно же. И мы видим, да, что эти проблемы нарастают, становятся больше. Но в то же время ресурсов у них очень много, финансовых в том числе, да, и разных других. Например, они, может быть, и не будут заходить войсками, да, но при этом по приглашению там, какой-то верхушки, там, какого-то региона, да, которым нужна будет помощь и так далее, Китай просто зайдет по приглашению этой территории, больше, да. А потом дело времени. Я уверен, вот, вы точно говорите, что вряд ли Китай будет вести себя агрессивно. Они достаточно умные, чтобы это не делать. Да? Но будет экспансия. Так же, как вот сейчас происходит экспансия э, среднеазиатских республик, да, когда сейчас становится влияние, это уже все признают, да, международной политики, да, сфера влияния Китая. Туда уже никто и не суется. Да, там Россия пыталась, Путин пытался там играть, но я думаю, что его время прошло. Это будет таким образом происходить. Китай, они же, как я сказал, они смотрят за горизонт. Зачем им сегодня развязывать войны, когда это можно делать 100 лет, все равно это в руку. Да, у нас скоро уже заканчивается время эфира. Наш эфир заканчивается, поэтому со своей стороны я задам последний вопрос, потом, может быть, и у Раи тоже будет свой последний вопрос. Вот я думаю, что все сейчас в курсе, все видели эти новости, как Пригожин ездит по тюрьмам, да, и самолично вербует заключенных на войну. При том, что Пригожин является олигархом, да, миллиардером, и, конечно, это выглядит очень жутко, да, что все финансы у него, значит, накоплены преступным путем, вот вербовка заключенных, значит, это преступная деятельность, да, то есть в России нет таких законов, по которым можно это делать, тем более от лица государства, тем более, что сами эти тюрьмы ничего не делают. И он набирает этих заключенных на преступную войну, да, то есть вообще преступление на преступление, да, это вот просто, ну, вообще невозможно это было представить.
И вот в связи с этой картиной у меня возник глубокий пессимизм по отношению к будущему России, потому что я вот так подумал, что даже если Путина снесут, то вот этих всех либералов, которые сейчас уехали на Запад, мне кажется, в России никто ждать не будет. А там будут вот эти вот такие вот группировки наподобие Пригожина, просто делиться почкованием, и вот эти все преступная криминальная система, криминальное сознание, они просто одержат верх, потому что Россия будет в кризисе, экономика разрушена. И вот у меня почему-то я так все это вижу, очень пессимистично. Вот, а как вы, Павел, вы видите там хоть какой-то проблеск оптимизма? Ну вот именно поэтому я в самом начале сказал, что я не являюсь сторонником развала России. Что именно поэтому, да, я считаю, что если развал России произойдет, то я сказал, что вы сказали, да, придут вот эти вложения, бандиты, придут преступники и так далее. И, наверное, есть разные сценарии, разные варианты, но вот один из вариантов, да, который я мог бы сказать, это, вопрос, это как раз все-таки, пытаясь сохранить Россию, дальше пытаться бороться вот с этими преступными элементами, да, с этими метафазами, которые сегодня Путин. Я считаю, что это ведь история сегодня знает примеры, да, когда диктаторские режимы, да, приводили к демократии. И самый яркий пример, да, он хоть является ярким, он может быть не совсем подходит для России, но в то же время я бы его привел, да, из-за размеров абсолютно не подходит, но я бы его все равно привел. Это Сингапур. Да. Сингапур ведь реформу провел диктатор. Мы все его знаем как, в общем, уважаемого, хорошего человека, который свою страну поднял, да, которая была нищей, бандитской, было пристанищем воров и людей, которые грабили в море, да. Как он привел свою страну? Он был, на самом деле, он все делал диктаторским методами, он был диктатором. Но мы видим результат, да, который получил. Я считаю, что при наведении порядка сила должна применяться, должна быть сила. Да. Другое дело, что вот наши правители, они добьются самых бедных, да, своих собственных граждан. Да. То есть не Путин режим, он сильный, да, но он бьет как раз своих собственных граждан, которые как раз пытаются, чтобы что-то было нормально. А я считаю, что государство, оно как раз должно применять свою силу в отношении преступников, бандитов, разного рода элементов, да, которые грабят и убивают. Я думаю, что в этом случае можно было бы и нужно было бы обязательно применить это. В этом плане, почему я еще раз хотел подчеркнуть, я не являюсь сторонником развала. Но опять же, я высказываю свою точку зрения, я считаю, что это от меня практически никак не зависит. И все, что сейчас делает Путин, ведет. Смотрим. И мой вопрос. Я, конечно, хочу, да, реплику сказать по поводу сингапурского чуда экономического. Наверное, в 140-миллионной стране хоть один Ли Куан Ю найдется. Да, вот. У меня вот тоже последний вопрос. Он такой просто такой конкретный, практичный. Есть ли у вас рецепт сохранения? Вот вообще, что конкретно нужно делать, чтобы Россия из того, что вот она, того, что там есть сейчас, да, преступное государство, там, чтобы она превратилась в нормальный,
Пусть это будет федерация, да, пусть это будет федерация, но чтобы она стала вот таким крепким, правовым, хорошим таким, государством, свободным, со свободными людьми. Вы знаете, я, наверное, скажу очень популярную вещь среди россиян, да, и, наверное, опять на мою голову начнут кидать разные камни, но я скажу об этом. Я считаю, что если Россия сохранится, если мы дальше захотим, чтобы Россия стала демократической, стала нормальной, я бы считал очень важным, чтобы на какой-то период власти России объявили бы этот период переходным и, например, да, назначали бы судей из числа не россиян. Да. Может быть, воспользовавшись поддержкой международного сообщества, с тем, чтобы я считаю, первое, что нужно сделать, это восстановить правосудие. Ну, то есть вы тоже за внешнее управление? Да, да, я бы считал, что было бы важно, да, привлечь к управлению Россией людей, которые не связаны с гражданцами, которые бы помогли России построить нормальное правовое. Да, Конечно. собственно, как в России начиналось, да? Ну, наверное, да. Так, закруглите историю. Закруглить историю. Да. Все, спасибо большое. Было очень приятно, Павел Васильевич, с вами познакомиться и поговорить. Спасибо вам огромное, что вы нашли время. Я знаю, что у вас очень неплотный график. Вы с нами поговорили. Огромное спасибо. Я думаю, что полезно будет услышать и якутянам, и жителям вообще национальных республик, и вообще всей России, да, послушать умных людей. Да. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Также был очень рад с вами познакомиться.